Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. Довольно интересным и бесспорно важным событием прошлой недели стало поднятие вопроса открытия прямого морского сообщения между Турцией и Абхазией в рамках форума Организации Объединенных Наций по вопросам меньшинств. Эти вопросы подняли в своих выступлениях генеральный секретарь Федерации Кавказских культурных центров Сельчук Улуташ и представитель Кавказского культурного центра в Стамбуле Эльчин Башол, которые выступили с докладами о существующих проблемах, с которыми сталкиваются абхазы и черкесы. Одними из главных тезисов были признание независимости Абхазии и восстановление морского сообщения с Турцией. Так, в своем выступлении Сельчук Улуташ отметил, что выступает на форуме как представитель Федерации Кавказских ассоциаций в Турции, а также как член черкесской общины, и высказал намерение обратить внимание на, цитата, «дискриминацию и неравенство, возникающие из-за правовых подходов и правоприменения в Турции, где черкесы и абхазы проживают как меньшинство, и в Российской Федерации, где они составляют меньшинство на своей родине». Мы ожидаем, отметил Улуташ, что международное сообщество прислушается к таким неуслышанным и долгое время игнорируемым меньшинствам, как мы. Подробно описав трагедию черкесов и абхазов, которой они подверглись в результате Кавказской войны и ее последствий, он перешел к делам сегодняшним и обратил внимание аудитории на то, что, цитата, «сегодня наши языки уже находятся под угрозой исчезновения. Наши культуры в основном ассимилированы в Турции и в Российской Федерации». Подробно остановившись на проблеме языков, находящихся на грани исчезновения, касательно Абхазии, он, обращаясь с трибуны форума, сказал, что касается Абхазии, то она является де-факто независимой страной с момента окончания войны 1992-1993 годов, однако международное сообщество оставило Абхазию в одиночестве в этом вопросе, изолировало ее на 2 десятилетия, нарушив международные законы о государственном признании, применив двойные стандарты. Конец цитаты. В рекомендациях для решения существующих проблем Улуташ, разделив их на те, что нужно сделать в самой Турции, для Турции и в России, среди множества других указал такие, как мобилизировать органы ООН и другие международные организации, работающие в области прав меньшинств, для более эффективного выполнения своих основных функций, а также признать независимость Абхазии и принять и обеспечить соблюдение законодательства, обеспечивающего защиту самобытности, культуры и родного языка всех меньшинств, включая черкесов и абхазов, и другие меры. Далее слово было предоставлено представителю Кавказского культурного центра в Стамбуле Эльчин Башол, которая в начале своего выступления отметила, что представляет абхазов в Турции от имени Кавказского культурного центра в Стамбуле. В своей речи она подчеркнула, что абхазы в Турции с момента создания республики живут в гармонии с другими этническими группами Турции. Стоит отметить, что абхазы были трудоустроены как в государственном, так и в частном секторах, не сталкиваясь с какой-либо негативной дискриминацией, включая высокопоставленные должности в правительстве, и в настоящее время в школах Министерства национального образования предлагаются факультативные курсы абхазского языка. Хотя эта положительная практика ценна, она не означает, что у абхазов в Турции нет проблем с реализацией своих прав, отметила Эльчин Башол. В этом контексте исторические и гуманитарные связи абхазов Турции с их прародиной Абхазией разрываются из-за существующего политического кризиса, уверена представитель Кавказского культурного центра. В частности, она подробно остановилась на проблеме транспортной коммуникации. Трансфер или поездка в Абхазию может осуществляться только через Российскую Федерацию, но не через Турцию, что делает ее практически невозможной из-за визовых требований и высоких транспортных расходов, отметила Башол, выступая на форуме. Цитата. «В результате абхазы в Турции не могут связаться со своими родственниками, сохранить родство, построить и поддерживать экономические отношения, и культурные связи составляют неотъемлемую часть их самобытности. Кроме того, имеется существенная проблема с признанием документов Абхазии», отметила она. Многие абхазы не смогли зарегистрировать своих новорожденных, не смогли присутствовать на похоронах своих родственников в Абхазии или лишились права на образование. Это серьезный барьер для социальной интеграции абхазов, считает Башол.
Также Башол озвучила свои предложения по решению проблем, с которыми сталкиваются абхазы в Турции. В частности, как необходимые меры были отмечены: восстановить ранее существовавшее паромное сообщение между Трабзоном и Сухумом, чтобы облегчить сообщение между Турцией и Абхазией, возобновить работу мобильных консульских услуг, которые ранее были реализованы в Абхазии для документов, связанных с рождением, смертью, браком и образованием. Таким образом, подводя итоги этим двум выступлениям, можно отметить, что довольно важным моментом стало то, что на форуме ООН по вопросам меньшинств представителями нашей диаспоры в Турции были довольно четко обозначены те проблемы, которые существуют с нарушением прав абхазов и черкесов. И, наверное, в связи с этим стоит отметить, что было бы отлично, если с таких высоких трибун о существующих актуальных проблемах получили бы возможность высказываться как представители нашей диаспоры, так и представители Абхазии, живущие в республике. К другим темам. Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович назвал 3 возможных сценария развития военного конфликта с Россией в 2024 году. Первый вариант предполагает, что Россия, Китай и США придут к соглашению о прекращении военной операции. Этот сценарий для Украины был бы уже не войной, но и не миром, заявляет Арестович, в том числе из-за того, что при такой обстановке иногда бы нарушалось прекращение огня, отмечает он. Кроме того, вернувшиеся домой военнослужащие ощутят на себе экономические проблемы, столкнутся с безработицей, а также начнут считать, цитата, соседей, которые не уходили на фронт. Это, как считает Арестович, может привести к третьему Майдану. Во втором варианте говорится о продолжении боевых действий. Запад будет, как и прежде, поставлять Украине вооружение, однако украинская армия потерпит поражение на нескольких участках фронта, после чего начнутся внутренние конфликты. Мы начнем кидаться друг другу в глотку, искать виновных, и все это будет происходить в условиях военного положения, объяснил Арестович. Третий вариант Арестович называет сказочным и относит его к области фантастики. Если следовать этому сценарию, то Запад должен поставлять Украине оружие и другую необходимую помощь в огромном количестве, благодаря чему ВСУ смогут пойти в новое наступление. Но, честно говоря, я не вижу положительного сценария для Украины в 2024 году, подытожил Арестович. А в недавнем своем видео еще и отметил, что, цитата, «поставил не на тех».